открываем очень удивительную, надо сказать, инновационную выставку, связанную со звуковым ландшафтом Арктики. Она посвящена выдающемуся ученому и музыковеду Юрию Ильичу Шейкину. Именно с его работами к нам приходят в нашу науку такие понятия, как звучащий ландшафт, такие понятия, как этномузыка. Выставка называется «Люди ветра». Почему так мы назвали эту выставку? Поскольку есть такая метафора «люди, ставшие ветром». Люди, ставшие ветром, это те народы и культуры, к сожалению, которые прошли когда-то и, может быть, оставили следы. А здесь вот люди ветра – это настоящие, живые, реальные жители Булунского района, которые в первую очередь, их движет именно дух перемен, дух вот это вот ощущение эмоций свежего ветра. Проект мы посвятили в целом образу звукового ландшафта Арктики. И, конечно же, постарались собрать в нем, как вот соткать полотно различных смыслов, образов, создав такую большую тотальную аудиовизуальную инсталляцию, в которую вошли работы художников, студентов и преподавателей Арктического института, предметы из коллекции Юрия Ильича Шейкина и, что нас очень радует, фотографии и видео, которые нам отправляли жители поселка Тикси. Эта выставка организована на основе музыкальных инструментов, которые более чем за 50-летнюю свою деятельность Юрий Ильич в различных экспедициях, в различных поездках собрал по всей Сибири, находясь до Дальнего Востока в поездках. И часть материалов из этой экспозиции хранится в Арктическом институте, у нас в музее. Ну и, конечно же, самое главное, то, что оставил Юрий Ильич, это то музыкальное этнографическое наследие, которого сейчас, ну, наверное, фактически уже не существует, поскольку часть народов, которые он записывал еще, может быть, 50 лет тому назад, они фактически, наверное, кто-то исчез, кто-то на грани исчезновения, либо и остались эти народности, но носителей исконно архаичной вот этой культуры, представителей этих нету. Поэтому то, что осталось в фонограмм-архиве, в записях, это уникальные записи, и часть из них сегодня здесь используется на этой выставке. Его научные интересы определились очень рано. Его первая экспедиция состоялась в 1966 году на Сахалин и Камчатку. И, конечно, большое влияние оказала на его формирование его мама Евдокия Трифоновна, ну и его учителя. Это Игорь Аркадьевич Бродский, Богданов, который ему в свое время сказал, как напутствие: Юрий Ильич в молодости очень увлекался культурой Китая. Ну и многие, видимо, увлекались в то время тоже люди культуры Китая. Он мечтал быть даже синологом, человеком, который изучает вот язык, культуру Китая. А Игорь Аркадьевич Бродский сказал ему: обрати внимание на Сибирь.
Это такой неизведанный материк, который является вот таким же по величине, глубине неизведанным. Поэтому нам есть чем заниматься. Ну и вот это напутствие его учителя, видимо, тоже сыграло большую роль. И как вспоминает сам Юрий Ильич, он в первой своей экспедиции услышал пение двух корякских женщин. Это было горловое пение, так называемое. Он ожидал услышать обычное пение, ну то есть песню в привычном понимании слова. А услышал нечто, что выходит вот за грани как бы его понимания, представления о звуковом выражении. Это было горлохрипение, горловые игры так называемые. И они подражали голосами, звукам пения или вот звуком голосам чаек, эти две женщины. В геологической форме они исполняли вот это пение. И он был настолько потрясен, настолько удивлен и поражен вот этим пением, что он позднее вспоминал, что пение вот карагинских коряков вот в исполнении этих двух женщин определило его судьбу. Потому что это пение передавало дух океана. Он сам вырос в Владивостоке, поэтому меняющийся ежесекундно океан, его звуки, его соленый воздух, ветер, там все, что сопровождает его, это является вот чем-то вот таким уникальным, невообразимым, наверное. Вот. И это потрясло его действительно. И он далее уже вот занимался именно этим. На территории Дальнего Востока живет 15 коренных народностей. Музыкальное искусство этих народов отличается уникальным своеобразием. В целом орнамент, песни, танцы, сказки этих народов изучаются уже более 3 веков. Среди этих народов выделяется УД, как их сейчас принято в У – это этноним, отражающий воду, и Д – этноним, отражающий горы, камни. То есть люди горных рек. И именно там, в верховьях этих гор, бурных горных рек, находятся маленькие поселки УД. В течение его жизни им было проведено более 100 музыкально-этнографических экспедиций в различные регионы Сибири и Дальнего Востока. Это и в горах Сихоте-Алине, в Приморье, к удыгейцам, к нанайцам, на Сахалин, на Камчатку, в Западной Сибири, это Ханты, Манси, в Якутии, на Чукотку, на Камчатку, то есть на Алтай, Туву и многие другие регионы Сибири. То есть его жизнь, вот научная жизнь, педагогическая жизнь связана вот именно с изучением музыкальной культуры народов, населяющих Сибирь и Дальний Восток. В те годы еще оставались знатоки традиционной культуры, которые вот помнили пение своих бабушек, дедушек. То есть в то время, еще в 60-е, 70-е, даже 80-е годы, можно было услышать вот аутентичный фольклор. То есть тот фольклор, который звучал еще 100, может, 200 или более лет назад. У каждого инструмента есть своя большая, богатая история. И он опирается на европейскую систематику, которая общепринята в органологии, вот отрасли науки, которая выделяет, классифицирует инструменты по типам звукоизвлечения. Это и диафоны, где источником звука является звучащее тело самого инструмента, аэрофоны, где источником звука является воздушная струя, это вот флейты, духовые инструменты. Мембранофоны – это инструменты, где источником звука является натянутая кожа, мембрана. И хордофоны. Хордофоны – это те инструменты, где источником звука является натянутая струна, хорда. Вот эти 4 основных типа. Да, вот это систематика Хорнбостеля и Закса. Она является общемировой, общепринятой. И во многих музеях мира тоже собираются по этим принципам музыкальные инструменты. Плюс к этой классификации Юрий Ильич вот разработал свою классификацию, вот регионально-типологическую классификацию, где он выделяет инструменты вот
скажем, с определенной вот такой стадиальным принципом. Есть так называемые архаические инструменты, которые многие исследователи не замечают, кстати, потому что они недолговечны. Они изготавливаются из простых, таких вот даже подручных вещей. Это могут быть какие-то предметы из быта или же из окружающей природы. Например, вы можете взять листик травы, сложить его вот так и подуть. У вас будет уже архаический звукоинструмент. Или ветка дерева, да? Или, может быть, вот, скажем, варганы деревянные или вот пластинчатые варганы из кости сделаны, да? Вот такие вот простые инструменты. Это может быть, скажем, вот гусиное перо на нем могут играть, да? Тетива лука. Это все архаические инструменты. То есть это инструменты, где не нужно вот это исполнительское мастерство, где нет вот этой школы преемственности учитель-ученик, нет репертуара. То есть практически любой человек может взять пуговицу, продеть веревочку, раскрутить ее и издавать вот эти жужжащие звуки. Но тем не менее в культуре определенных народов они есть. Оленные трубы, которые охотники использовали, например, во время охоты. То есть это вот звуковой манок, с помощью которого охотник подзывает зверя. Например, кабаргу, оленя, вот крупного такого зверя. И звук извлекается на этой трубе путем втягивания воздушной струи в себя. То есть не выдуванию как бы из себя, а в себя. То есть это довольно сложно. И вот звуки у него получались, вот эти такие резкие, громкие звуки, ну, как охотники, алтайские охотники, венкийские. То есть он многое мог воспроизводить вот это. И он был необыкновенно вот такой одухотворенный и вдохновляющий человек. Здесь вы видите инструменты традиционной культуры. Это, например, шаманские бубны, да? Шаманские бубны, то есть шаманская культура. Здесь есть момент избранничества, передачи вот этой традиции, да? Ученик-учитель. Гремит ункту, шаманский бубен, звенит янгпа, шаманский пояс, пляшет шаман. Каждый год, и так было всегда, в Самаргу приходят нереститься лососи. Из века в век удыгейский народ кормили тайга и река. Но удача зависела не только от расторопности и умения человека. Духи тайги, речки, ключа, омута или переката охраняли свои владения, и их надо было умилостивить. Так считали удыгейцы и призывали на помощь шамана. Или игра вот на тапшуре алтайском, да? Или на арфе. Это вот инструменты, уже отражающие профессионализм устной традиции. Любой человек, как говорится, не сможет сразу без подготовки на нем играть. Инструменты, например, изготавливали по заданию Юрия Ильича. Он же с ними в переписке состоял, вот со многими фольклорными носителями, исполнителями, знатоками культуры. Они вот переписывались письмами, и он как домашнее задание мог дать. Вот найди такой, сделай такой, вот у вас должно было быть такое. Например, вот один инструмент, кардавун и венкийский, сделан по воспоминаниям одного вот пожилого дедушки, и привез его коллега Владимир Леонидович Кляус из своей экспедиции, ну вот по просьбе Юрия Ильича. Вот он ему сказал, вот должен быть у венков кардавун, пожалуйста, поищи, он должен вот выглядеть примерно так. И там в тайге прямо вот нашел Владимир Леонидович вот такого вот пожилого человека, и он из подручных материалов, буквально из жестяной банки и из палок, вот все, что было у него, он по памяти воспроизвел вот этот инструмент. Вот как он помнил, как его бабушки, дедушки вот играли на нем, как он видел. Такие тоже есть как бы восстановленные инструменты, реконструированные. Вот балалайка будет.
мог петь вот эти древние айнские песни, вот так похлопывал и вот запоминал. Вот он записывал в одной из своих последних экспедиций последнюю представительницу айнской культуры, Накку Амана. Вот он ее песню запомнил, и он прямо ее пел, воспроизводил. Были экспедиции в составе крупных, комплексных экспедиций, академические экспедиции. Это экспедиции Сибирского отделения Академии наук в рамках подготовки 60-томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». В рамках этой экспедиции Юрий Ильич под руководством Александра Бадмаевича Сактоева, большого исследователя, ученого, который является организатором вот этих вот крупных экспедиций по районам Сибири и Дальнего Востока, выезжал в районы проживания различных народов и совместно со звукорежиссером фирмы «Мелодия» Дидеком Михаилом Леонидовичем записывали тоже музыкальный фольклор, ну и другие произведения. Он был и в группе Вилюйских районов, в Мегино-Кангаласском районе был, в Алданском вот районе в Венгрии был, с Ивенками работал. И здесь он работал также и с Ильей Михайловичем Неустроевым. Вот его 2 кырымпы, вот он ему подарил сам. Одна кырымпа посвящена Олимпиаде в Москве. Вы видите, она выполнена в виде чарона и имеет олимпийскую символику. Вот. И вторая кырымпа тоже вот это изготовлена именно им. И от него записано довольно-таки много мелодий, которые вот наиграл Илья Михайлович Неустроев. И это можно послушать вот на портале «Культурный код Якутии». Набрать вот Национальная библиотека Республики Саха-Якутия и набрать. На «Даль» в телефильме был также снят фильм в те годы примерно, это конец 80-х годов, «Нанайский напев». Тоже там использованы его экспедиционные записи. Хотелось бы отметить, что Юрий Ильич всегда он ратовал за то, чтобы вот в сопровождении фильмов, документальных ли, ну, либо игровых, или других каких-то произведений искусства всегда использовался подлинный музыкальный материал того народа, который изображен. Он всегда вот, ну, резко негативно даже относился вот к такому пониманию общее, да, вот музыка народов Севера, да, вот в таком понимании, когда вот показывают, скажем, на экране быт и жизнь одного народа, а звучит за кадром музыка, сопровождающая, ну, как бы другой народ. Юрий Ильич был очень рад принять участие вот именно в подготовке фильма о негидальцах. И рады были, что авторы фильма, они очень долго искали этот материал, звуковой материал, именно подлинный, негидальский. Наконец-то они нашли вот в записях Юрия Ильича именно подлинные негидальские мелодии. И вот эта аутентичность, подлинность, это вот то, за что как бы всегда ратовал Юрий Ильич на протяжении своей жизни и посвятил этому свою жизнь. И если читать его научные труды, то он там вот формулирует такую идею, да, как этнический звукоидеал, интонационная культура этноса. Вот, то есть это вот определенные у него были такие понятия, вот такие теоретические, методологии определенные. И там вот, конечно, это вот научные труды, там вот их как бы сложно иногда переводить в обычный язык, да, но вот смысл в этом, что он всегда старался вот найти корневую вот эту систему звуковую, то есть то, что народ видит сам, выделяется из окружающей среды. Послушайте, когда плывет клин журавлей в осеннем небе, голоса кукушки,
Он не только исследовал, но и преподавал. Преподавал, в вузах преподавал и читал лекции и у нас, за рубежом, и в российских вузах тоже читал лекции. Он был блестящий лектор. Он родился с определенной такой своей миссией, предназначением. Сохранить культуру народов Сибири. Вот эта миссия у него была, вот, и он жил с этим. Два способа игры, хотя и отличаются между собой по технологии звукоизвлечения, тем не менее как бы демонстрируют две общих формы, то есть они сводимы к общей форме мелодического движения. В них всегда присутствует нижний, как бы фундаментальный звук и такие всполохи верхних звуковых фальцетов, типа, ну вот если это показать голосом, обратили внимание, это очень напоминающее, собственно говоря, голосовую звукоподачу тундренных юкагиров. В этом смысле найден тот звукоидеал интонационного мышления, который отличает, собственно, тундренную форму интонирования от лесных, таежных и многих других народов. Он еще является автором статей в энциклопедиях ведущих, вот в российских энциклопедиях, музыкальная энциклопедия вот под редакцией Келдыша, 6-томная, и вот Оксфордская большая энциклопедия тоже под редакцией Стэнли Сэдди 2001 года. Это Нью-Йорк, Лондон. Ему тоже заказали статью по музыкальной культуре народов Сибири. Он над ней тоже очень серьезно работал. То есть постоянно он был в центре каких-то вот больших научных таких культурных событий. И вот удивительно, у него было такое качество, все, что он задумал, у него, в общем-то, это произрастало и создавалось. Это вот созидатель с большой буквы. У него есть вот своя научная школа, есть последователи, есть его ученики, которые сейчас и профессора, и доктора наук. Они живут и в Бурятии, и в Таймыре, и на Сахалине, и в Москве, Новосибирске. Его ученики, которые вот продолжают темы исследований, которые когда-то вот он им сформулировал. То есть он им помог найти свой вот путь в науке, в жизни, в искусстве. Последние годы он разрабатывал также вот теорию звучащих ландшафтов Арктики. Он всегда говорил, что это не белое безмолвие, вот в своих книгах писал, а что это звучащие ландшафты Арктики, что здесь живут конкретные люди, конкретные этносы, да, с определенной своей развитой, богатой, уникальной музыкальной культурой. Просто надо ее изучать, ее надо вот распространять, понимать. То есть вот тот язык, который был выработан здесь на протяжении многих веков, тысячелетий. Поэтому мы изучаем и музыкальный фольклор юкагиров, музыкальный фольклор эвенков, якутов, русских старожилов, ну и всех, кто здесь жил на этих землях когда-то. Но счастливым он себя чувствовал, я думаю, часто. Вот во время экспедиции, когда он находил что-то уникальное, новое, когда общался со своими вот знатоками культуры, когда он занимается своим делом, он всегда был счастливый, я думаю.